Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Юкшара. Сегодня в программе об организации безопасности в праздничные дни брифинг представителей правоохранительных органов страны. Кого коснулась амнистия? Репортаж заседания сессии Народного собрания. Стихи, рожденные войной. Вечер поэзии в Национальной библиотеке. Мы продолжаем рубрику «Ко Дню Победы» в эти дни 25 лет назад. 24 сентября подразделения Абхазской армии на Западном фронте заняли позиции напротив Сухумского железнодорожного вокзала и у железной дороги рядом с водоканалом по улице Семерджиева. Пройдя через Абджакуа, наши бойцы вышли к району Синопа. В столице шли ожесточенные бои за каждую улицу, за каждый дом. На Восточном фронте бойцы Абхазской армии удерживали ранее занятые позиции на центральной автотрассе, соединяющей Сухум и Очимчиру. Вопросам организации безопасности и соблюдения общественного порядка в стране в предпраздничные и праздничные дни был посвящен брифинг, который провели сегодня для журналистов руководители силовых ведомств Абхазии. Репортаж Ирина Аршба. В начале брифинга советник президента Абхазии по взаимодействию с правоохранительными органами Леонид Дзяпшба поздравил всех с приближающимся праздником и отметил, что силовые структуры Абхазии с 24 сентября по 1 октября переведены на усиленный режим работы. Только подчиненных Министерства внутренних дел 30 сентября в Сухуме будет 900 человек. Все они будут следить за соблюдением общественного порядка. Усилена будет работа и всех постов ГАИ на республиканской трассе Псоу-Ингур. Мы готовы к приему наших граждан в городах и районах об обеспечению порядка, чтобы не беспокоились о своей безопасности, имущества, транспорта. Во всех городах мероприятия начинаются с 25-го, в Очимчирском районе, в Гудаутском районе, как я сказал, в пути следования, в местах, где будут проводиться до 30-го эти мероприятия, все, что необходимо, там будет обеспечено. Все Министерство внутренних дел сегодняшнего дня переводится на усиленный вариант работы. Мы составили план по обеспечению общественного порядка, безопасности в период проведения данных праздничных мероприятий. Весь личный состав будет направлен на соблюдение общественного порядка. По Абхазии уже на местах также будут нести службу сотрудники органов внутренних дел. Там тоже есть свой план работы, и поэтому нигде никто не останется без внимания. Особые меры безопасности будут приняты на городском стадионе «Динамо». 2 из 6 входов на стадион будут открыты для гостей по пригласительным билетам, остальные – для свободного входа граждан. Да, свободный вход и так далее, но никто с оружием, в нетрезвом состоянии и так далее. Все это будет отслеживаться. Через коробки будут проходить и стрельба, и в нетрезвом состоянии езда и так далее. Все это должно быть исключено. С 24 сентября по 1 октября изменен порядок пересечения государственной границы по реке Ингур. Здесь введен усиленный режим охраны границы и ужесточены правила пропуска граждан. Въезд граждан будет только по особым пропускам, и иностранных граждан, ходатайство на въезд которых будет получено от МИДа Республики Абхазия. Наши пограничные силы приведены в повышенную готовность, в том числе и по реке Псоу тоже. Режим прохода по реке Псоу остается прежним. Чтобы автомобилисты-любители могли безопасно проехать по городу с национальными флагами, будет организован автопробег. Регистрация всех желающих принять участие в акции начнется на площади Свободы 30 сентября в 15 часов. В 17:00 колонна будет двигаться по улице Гуля, после чего выйдет на улицу Ардземба по направлению села Нижняя Шера Сухумского района, после чего развернется и проследует на восток столицы нашей. В Багмаране развернется колонна, возвращаться по Кадурскому шоссе по улице Ардземба, зайдет на площадь.
Следует отметить, что 28 сентября, в день проведения генеральной репетиции парада, и 30 сентября 8 центральных улиц Сухума, прилегающих к площади Свободы, будут перекрыты для движения автотранспорта с 6 часов утра. Движение будет открыто только по улицам Лакоба и Ардзанба. Как подчеркнули в завершении брифинга его участники, никаких послаблений нарушителям правил дорожного движения и общественного порядка в День Победы не будет. Ко всем нарушителям будет применяться предусмотренная законом мера наказания. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. На первом заседании осенней сессии депутаты Народного собрания приняли постановление об объявлении амнистии во знаменование 25-й годовщины Дня Победы и независимости Республики Абхазия 30 сентября 2018 года. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит исполнению в течение 2 месяцев. Об этом и других решениях парламента в репортаже Ренаты Шакая. Под звуки государственного гимна Республики Абхазия началась работа Народного собрания после летних каникул. На первом заседании осенней сессии депутаты рассмотрели 4 вопроса. 2 из них касались амнистии. Законопроекты представил руководитель парламентского комитета по правовой политике, государственному строительству и правам человека Валерий Агарба. В постановлении об объявлении амнистии во знаменование 25-й годовщины Дня Победы и независимости Республики Абхазия представлен весь перечень статей, попадающих под амнистию. Во втором – порядок его применения. Постановления были приняты единогласно. Они вступят в силу с момента их официального опубликования и подлежат исполнению в течение 2 месяцев. Освободить от наказания в виде лишения свободы всех лиц, осужденных на срок до 3 лет включительно. Освободить от наказания в виде лишения свобод, осужденных на срок до 5 лет включительно. Первое. Лиц, принимавших участие в Отечественной войне народа Абхазии в 1992-1993 годах, инвалидов 1 и 2 группы, больных туберкулезом, отнесенных к 1 и 2 группе, а также больных онкологическими заболеваниями 3 и 4 клинической группы, лиц, впервые привлеченных уголовной ответственности, женщин. Освободить от наказания в виде лишения свободы независимо от срока наказания, лиц, совершившие преступления по неосторожности, женщин, имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, а также беременных женщин, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, несовершеннолетних. Освободить от наказания условно осужденных, осужденным, которым до дня вступления в силу настоящего постановления неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания или отбывание наказания, которым отсрочено, а также осужденных к наказанию, не связанным с лишением свободы. Прекратить уголовные дела, находящиеся в производстве органов дознания, предварительного следствия и суда о преступлениях, совершенных до вступления в силу настоящего постановления в отношении лиц, подпадающих под действие части 1, 2 и 3, то есть вышеперечисленных. Освободить от наказания в виде лишения свободы осужденных, попадающих под действие частей 1, 2, 3 и 4 настоящего постановления, в отношении которых вынесен обвинительный приговор суда, но не вступил в законную силу. Снять судимость с лиц, освобожденных от наказания на основании частей 1, 2, 3 и 4 настоящего постановления. В постановлении также указан перечень статей, к которым не будет применена амнистия. К примеру, к лицам, ранее осужденных за умышленные преступления, вновь осужденных к лишению свободы за умышленные преступления, а также ранее освободившихся от наказания в порядке помилования или в соответствии с актом об амнистии и вновь совершивших умышленные преступления. Амнистия не распространяется на лиц, совершивших такие тяжкие преступления, как убийство, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека, все преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, кража в особо крупном размере организованной группой, разбой, терроризм, захват заложника, бандитизм, сбыт наркотических веществ, незаконный ввоз, вывоз, транзит наркотических веществ, государственная измена, шпионаж, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, насильственный захват власти или насильственное удержание власти, вооруженный мятеж, диверсия, нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшего смерть человека. Так как данная амнистия посвящена именно 25-й годовщине Дня Победы и независимости, а также в связи с многочисленными ходатайствами, а именно от политической партии Амцахара, общественной организации ветеранов Абаш, Движения матери Абхазии за мир и справедливость, Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, Комитет по государственно-правовой политике предлагает Народному собранию
рассмотреть возможность и не распространять ограничения, установленные пунктом 3 части 8 постановления на участников боевых действий Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 года, за исключением лиц, совершивших особо тяжкие преступления, где санкциями Уголовного кодекса Республики Абхазия предусмотрены максимальные сроки лишения свободы, а также пожизненное лишение свободы, либо высшая мера наказания, и сократить наполовину неотбытую часть наказания осужденным на срок от 5 до 10 лет лишения свободы и на 1/3 неотбытую часть наказания осужденным на срок, превышающий 10 лет лишения свободы. В соответствии с постановлением Народного собрания о порядке применения постановления Народного собрания объявления амнистии в ознаменовании 25-й годовщины Дня Победы и Независимости возложить исполнение постановления Народного собрания на органы внутренних дел, органы дознания и предварительного следствия, суды, судебных исполнителей. Также на заседании сессии в первом чтении было принято постановление о внесении изменений в закон о защите растений. Кроме того, депутаты единогласно приняли постановление о награждении почетной грамотой Народного собрания Геннадия Степанова ко дню его 80-летия. Рената Шакай, Артур Каланди, Абхазское телевидение. 22 сентября в результате беспорядочной стрельбы в банкетном зале ресторана «Абырлаш» 2 граждан получили огнестрельные ранения. Как сообщает пресс-служба МВД, выездом на место происшествия следственно-оперативной и криминалистической группы установлено, что примерно в 18:30 во время проведения свадебного торжества гражданин Хагуш Алхаз Энверович 1985 года рождения произвел выстрелы из оружия неустановленного образца, после чего скрылся. Осмотром места происшествия изъяты 3 гильзы и 1 пуля. Огнестрельные ранения в результате произведенных выстрелов получили 2 граждан. Жительница Сухума 1980 года рождения госпитализирована в реанимационное отделение республиканской больницы со сквозным огнестрельным ранением брюшной полости. После проведенной операции хирурги оценивают состояние пострадавшей как крайне тяжелое, но стабильное. Со слепым пулевым ранением шейного отдела позвоночника поступил в ЦРБ житель Сухума 1998 года рождения. После оказания первичной медицинской помощи, проведения диагностики и обследования пострадавший транспортирован на хирургическое лечение в отделение нейрохирургии 4-й городской больницы в Сочи. Позже потерпевший Бигвава Вадим Рушневич 1958 года рождения скончался от полученных ранений. В результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий в ночь на 23 сентября гражданин Хагуш был водворен в ИВС МВД. В настоящее время в отношении последнего проводятся следственно-оперативные мероприятия и будет принято процессуальное решение о квалификации данного преступления. Расследование проводит Следственное управление при МВД Республики Абхазия. 23 сентября на автодороге Учимчир-Аткварчал в селе Губ Учимчирского района имело место ДТП с участием 3 автомобилей. По данным пресс-службы Генпрокуратуры, около 14 часов 30 минут водитель автомобиля ВАЗ-2108 Куртаглы Беслан Давидович 1973 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по направлению города Аткварчал со стороны города Учимчиры, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение со встречным автомобилем Toyota Fortuna под управлением Таня Даура Джансуховича 1967 года рождения, после чего джип столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением Харчилава Даура Вячеславовича 1978 года рождения, следовавший также со стороны республиканской трассы по направлению Ткварчала. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Fortuna скончался на месте, а 3 его пассажиров доставлены в медучреждение с различными травмами. 2 пассажиров автомобиля ВАЗ-2107, женщина 1967 года рождения и девочка 2012 года рождения от полученных травм скончались на месте. Позже в военном госпитале, не приходя в сознание, скончалась 3-й пассажир этого же автомобиля Булискерия Зена Ремиковна. По данному факту прокуратурой Учимчирского района возбуждено уголовное дело. Водитель автомобиля ВАЗ-2108 Куртаглы Беслан задержанный водворен в СИЗО СГБ Республики Абхазия. В отношении него решается вопрос о мере пресечения. Расследование уголовного дела передано в военную прокуратуру республики.
Абхазский бессмертный полк пройдет во всех городах и районах страны. Именно этот факт отличает нынешнюю акцию от предыдущих. Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция организаторов акции «Бессмертный полк». Представители Государственного музея боевой славы имени Ардзенба, Ассоциации женщин-инвалидов, участниц боевых действий и компания «Мобайл» подробно рассказали о предстоящем мероприятии и ответили на вопросы журналистов. Репортаж Сарисмар. Акция «Бессмертный полк» в Абхазии проводится уже в 3-й раз. В прошлом году в рамках акции были пронесены 2500 фотографий погибших. На этот раз организаторы решили расширить масштабы мероприятия и провести его сразу в 6 населенных пунктах. В разные дни в шествии примут участие жители Ачимчиры, Тхуарчала, Гулрыпша, Афона, Гудаута и поселка Бзыбь. Ожидается рекордное количество участников. Мы планировали провести «Бессмертный полк» изначально республиканского значения. Но, учитывая тот факт, что это будет до 3000 людей с портретами, с родителями и так далее, и учитывая, что этот год юбилейный, будет много гостей, мы оставили портреты по районам. К тому, что мы сделали портреты по районам, добавились еще портреты, потому что есть у нас ребята, которые умерли по болезням и так далее, они тоже, их портреты тоже примыкают, потому что это такие же защитники нашей Родины. В городе Тхуарчал акция «Бессмертный полк» состоится 27 сентября, в Гулрыпше 28, в Новом Афоне и Ачимчире 29, а 30 сентября акция пройдет в поселке Бзыбь и Сухуми. Если в первые 2 года организовывались пункты приема заявок на участие в шествии и подготовку фотоматериалов, то в этом году подобных пунктов не будет. Каждый желающий сможет самостоятельно примкнуть к колонне с фотографией, взятой из семейного альбома, и вместе со всеми пройти маршрут. Но те, кто не успел забрать снимки, могут не отчаиваться. В «Бессмертном полку» фото их близких будут нести волонтеры. Все желающие из других городов, которые хотят принять участие в акции 30 сентября в Сухуми, в «Бессмертном полку», могут приехать со своими портретами, встать на старте и пройти до площади Свободы. На протяжении всего пути для более комфортного прохождения людей будут расставлены стойки с питьевой водой, предусмотрены все меры безопасности. Будет большое количество волонтеров, которые будут идти по бокам, чтобы сохранять колонну в строе. Ввиду того, что «Бессмертный полк» в этом году является частью большого праздничного мероприятия, большая просьба ко всем участникам быть пунктуальными, не опаздывать, не выбиваться из толпы и не расходиться. При этом более 600 фотографий погибших находятся у организаторов. Все они будут розданы участникам шествия в день акции у здания Абхазского драматического театра. В этом году также был изменен маршрут следования колонны. Шествие начинается от здания Абхаздрамтеатра. По набережной Махаджиров колонна дойдет до Парка Славы, где состоится возложение. Затем участники акции двинутся к площади Свободы, где в этот момент будет проходить парад Победы. Шествие Бессмертного полка начнется в 11 часов. К 12 часам колонна должна быть готова к участию в параде Победы. Просьба ко всем жителям Апсны. Те, у кого есть в наличии фотографии своих близких, по районам приехать 30 сентября и примкнуть к нашему шествию. Мы будем рады объединить все районы и пройти общей колонной в Сухуми. После завершения акции «Бессмертный полк» фотографии ветеранов войны должны быть возвращены организаторам. В мероприятии также примет участие большое количество волонтеров, которые обязательно окажут необходимую помощь участникам акции. Сария Смыр, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Несколько стендов с фотографиями 30 бойцов Сухумского батальона, погибших в Отечественной войне народа Абхазии, было установлено на углу улиц Сахарова и набережной Махаджиров. Идея установки подобного стенда боевым товарищам возникла у бойцов Сухумского батальона. Сейчас работы продолжаются. В планах ветеранов Отечественной войны в будущем установить еще несколько стендов.
Создать этот стенд, идея возникла у сухумских ребят, которые собираются здесь постоянно. Основная масса это сухумского батальона. В принципе, это все друзья детства, которые росли вместе, учились вместе. И начиная с первых боев до момента их гибели, которые все были вместе, находились рядом. И это которые по возможностям до сегодняшнего дня успели сделать. Если кого-то упустили, естественно, упущение по тем или иным причинам, да, пускай родственники, родители не обижаются на нас. В дальнейшем у нас еще есть планы дополнить эти списки. Также есть намерение для наших сестер, которые сражались наравне с ребятами и также отдали свои жизни. Там 20 человек, как я знаю, 22 человека, за которых тоже хотим такой же стенд создать. По улице Абазинская в Сухуме начались работы по укладке асфальта от улиц Лакоба до Арценба. Общая протяженность дорожного полотна составляет чуть больше 300 метров. Ремонт дороги осуществляется за счет средств республиканского бюджета и госкомпании «Абхазтоп». Алика Трапш продолжит тему. Ремонт дороги по улице Абазинская – долгожданное событие не только для жителей, но и гостей столицы. Ежедневно сотни автомобилистов, передвигаясь по улице, рискуют повредить свои авто. Хуже в разы и пешеходам. Образовавшиеся за долгие годы многочисленные ямы доставляют всем массу неудобств. Ремонт дороги по улице Абазинская осуществляется за счет средств республиканского бюджета и госкомпании «Абхазтоп». Сметная стоимость работ более 2 миллионов рублей. Генеральным подрядчиком выступает Абхазавтодор. Перед укладкой асфальта были проведены подготовительные работы. Сотрудники дорожной службы подсыпали дорогу песчано-гравийной смесью. 300 метров ремонта с лишним дороги, шириной где-то 10 метров, толщиной 7 сантиметров. Многолюдная улица, она была практически недвижимая. Мы ко Дню Победы, это и вклад госкомпании, это и наш вклад Абхазавтодора, поэтому имеем то, что имеем. Постоянно текущие канализационные трубы, грязь, пыль и многочисленные ямы – все это уже в прошлом. Теперь дорожное полотно по улице Абазинская будет соответствовать всем нормам. Жители улицы и водители маршрутных такси выражают благодарность руководству республики и госкомпании «Абхазтоп» за решение существовавшей не один год проблемы. Впредь люди смогут передвигаться по одной из главных улиц столицы комфортно и безопасно. Вы все прекрасно знаете, в каком состоянии здесь была дорога. Например, мы видим это все, да, в тяжелейшем состоянии. Невозможно было даже ходить, я уже не говорю, ездить на машине, да, невозможно было ходить. Большое спасибо тем людям, которые в самом деле отреагировали в лице президента. Это большое событие для нас. Машины ломаются, конечно. Ладно, мы еще ничего, но троллейбусы – это катастрофа. Спасибо нашему президенту, что они начали дорогу делать. Ремонт дорожного полотна от улицы Лакоба до улицы Арценба планируется завершить в течение 2 дней. Пока идут ремонтные работы по улице Абазинская, движение троллейбусов по маршруту Рынок, Новый район и Старый поселок временно приостановлено. Тем временем ремонтные работы по укладке асфальта на дороге, соединяющей Нижнюю Эшеру со столицей, уже завершены. Протяженность заасфальтированной улицы составляет 8 километров. Ремонт дороги здесь также был осуществлен за счет средств республиканского бюджета и госкомпании «Абхазтоп». В скором времени здесь установят дорожные знаки и нанесут разметку. Алика Трапш, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. «Стихи, рожденные войной» – так назывался вечер поэзии, который прошел сегодня в Национальной библиотеке имени Ивана Попаскир и был посвящен 25-летию со Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В вечере поэзии принимали участие известные и начинающие, совсем еще юные поэты. «Стихи, рожденные войной». Именно так назывался поэтический вечер, организованный Союзом писателей Абхазии. Терент Чания, Екатерина Бебья, Анатолий Лагула, Гунда Сакания, Игорь Хварцкий и другие поэты, а также студенты АГУ и учащиеся Сухумской школы номер 1 имени Шинкуба зачитывали стихи разных авторов, которые были написаны под свист вражеских пуль в годы Отечественной войны народа Абхазии. Поэтесса Гунда Сакания зачитала стихотворение, написанное поэтом
поэтом, журналистом, воином-добровольцем Александром Бардадымом. Сердце осенью очистив, понимаешь, год от года, по полету мертвых листьев, равнодушие природы, все равно исчезнет слово. Осень рыжая растает, станет лес печален, словно колыбель ее пустая. Стихи, рожденные на войне, как известно, имеют особое значение. В разные, самые сложные периоды они вдохновляли бойцов, сражавшихся за Родину. В стихах нашли свое отражение все те чувства и эмоции, которые люди испытывали, уходя на войну. Отрадно, что в Абхазии растет послевоенное поколение, которое интересуется поэзией и чувствует всю тяжесть и боль произведений, написанных в те трагические годы. Исуалыз ахаца иуахта дыпхасцеитуи ваха игвахымлар такулара ацухтан сызгашески сукшицхата. На поэтическом вечере прозвучали произведения Таифа Ачба, Мушни Ласурия, Рушбия Смырт, Терента Чаня, Баграта Шинкуба, Саиды Делба. Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазо подчеркивает, что сложно переоценить вклад абхазских писателей в борьбе нашего народа за свободу и независимость. Абхазские поэты и прозаики во все времена участвовали в национально-освободительном движении абхазского народа. И, конечно же, во время войны наши творческие люди, они воевали пером, проявляли активность во всех площадках, и даже не только внутри Абхазии, но и за пределами Абхазии. Значит, делали разные заявления, обращения в разные международные организации. И, конечно же, это давало определенный результат. Поэтический вечер прошел в теплой атмосфере, которую могут создать только творческие люди. Эмоциональное чтение стихотворений погружало в то самое военное время, время бессмертных воинов и бессмертных стихов. Мастеру спорта Абхазии и России, семикратному чемпиону Абхазии, чемпиону России, чемпиону мира по паратхэквондо, серебряному призеру чемпионата Европы по паратхэквондо Леону Цвижба присвоено звание «Мастер спорта международного класса Республики Абхазия по паратхэквондо». Об этом сообщает Госкомитет по физической культуре и спорту. Как говорится в сообщении, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту Баграт Хутаба подписал приказ о присвоении звания в соответствии с положением о единой республиканской спортивной классификации и на основании достигнутых результатов. Со своей стороны Леон Цвижба поблагодарил Госкомитет по физической культуре и спорту за присвоение звания «Мастер спорта международного класса по паратхэквондо». Хочу сказать огромное спасибо Баграту Хутаба за поддержку развития всего. Также огромное спасибо первым тренерам, которые внесли вклад и дали развитие духовное, чтобы я шел по этой цели. Первый тренер был Виталий Читанава. Ему огромное спасибо, карьерных достижений в спортивной деятельности. И также Джона Тумала. Это тренера, которые в Абхазии дали мне именно стимул подняться и дойти до чемпионата России и всего остального. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. До второй половины дня без осадков. Ближе к вечеру погода изменится. Будет облачно, дождь с грозой и ветром со скоростью до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-20, днем 25-30 градусов. Температура морской воды 24 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.